Приветствую вас, уважаемые зрители сайта Центра политико-правовых исследований. Сегодня с вами я, журналист Семитай Аманбеков. И мы сегодня будем разговаривать на очень важную, актуальную, животрепещущую тему, которая, наверное, касается каждого из нас. Это про экологию и роль экоактивистов в решении этих проблем. Сегодня у нас в гостях наш гость Влад Ушаков, фотожурналист и знаменитый всей стране. Наверное, нам с вами он тоже очень широко известен. Экоактивист Влад Ушаков. Приветствую вас. Спасибо. Вот я буквально на днях, сам каюсь, не знал, но узнал, что есть такой замечательный сайт, который называется EcoMap. Вот он в приложении у меня открывается, вот так он выглядит. И здесь показаны точки, где есть опасные захоронения, где есть вот эти свалки мусоров и всякие другие вредные для экологии вещества. И вот мой первый вопрос: как составилась эта интерактивная карта и как обновляется информация в ней? Я приветствую вас, приветствую вашу программу и ваших зрителей. Поздравляю с наступающими праздниками, идущими, наступающими, наступившими. И желаю, чтобы в следующем году мы были более эко-френдли, более, дышали более чистым воздухом, питались более хорошей, полезной, да. И по поводу карты, идея сама не новая, во всем мире существуют подобные карты, но вот в Центральной Азии на сегодняшний день это одна из первых. То есть в Кыргызстане это вообще первая, а в Центральной Азии одна из первых. Я, насколько знаю, вот в Казахстане есть нечто подобное, они там тоже только-только начали. На ней было вот за год нами нанесено около 300 точек. То есть это не были точки, скажем, какого-то одного направления. Мы наносили максимальное количество экологических нарушений, которые могли выявить. И вот за год нанесли около 300 точек, причем по времени немножко не успели охватить 3 области. То есть вот на настоящий момент, если вы видите и вам кажется, что их много, да, мне кажется, все охвачено. Нет, на самом деле у нас одна из наиболее, густонаселенных областей Ошская вообще не охвачена. Ош вместе с Чоналаем. Потом у нас Нарын практически не охвачен, там фрагментарно, и Талас. То есть, если вам кажется, что вы видите много нарушений, на самом деле мы просто до туда еще не добрались. То есть в дальнейшем карта будет, как говорится, есть у карты начало, нет у карты конца. Вот нам хотя бы охватить вот эти еще 3 области, чем мы будем заниматься в планах на следующий год. И плюс вот те точки, которые вы видите, вот опять же сейчас на карте, это мы охватили ровно за одну поездку. То есть, понимаете, скажем, это в лучшем случае 10% от того, что есть вот на самом деле. Вот здесь 10%? Да, совершенно верно. Ситуация на самом деле с экологией, вообще с экоцидом, с экологическими нарушениями в стране идут катастрофические. То есть нет ни одной области, где было бы все более-менее нормально. И вот обидно, что мы вместе с тем, что у нас немножко вот сейчас, все знают ситуацию, которая в государстве там, общественно-политическая. Да, общественно-политическая, там, в социуме, в экономике, что при этом уничтожается сама страна вообще как субъект, как объект. То есть государство понятно, но понимаете, в чем вот любая природа без нас, без людей, она бы себя чувствовала замечательно, хорошо, но мы без природы жить не можем. То есть мы не можем пить отравленную воду, мы не можем дышать отравленным воздухом, мы не можем питаться продуктами земли, которая отравлена. То есть мы до сих пор такие у нас имперские замашки, что мы относимся как цари этого мира, природы. Но на самом деле все не так, просто каждый плевок, каждый выстрел в сторону природы, каждое нарушение экологических норм, мы в первую очередь стреляем в самих себя.
То есть, посмотрите, вот сейчас с каждого утюга, как холодает, мы начинаем говорить о смоге. Но проблема же смога это не только в холодное время года происходит. И вы, если весной или летом выйдете куда-нибудь на панораму или вот, ну, близлежащие гору, видите, что вся Чуйская долина весной и летом также под смогом находится. Просто за счет нагретой земли, ну, то есть у нас люди почему-то начинают обращать вот на проблему смога вниманием именно зимой. Они думают, что зима, начинают топить, и вот этот дым, гарь, ну, смог появляется. На самом деле смог у нас никуда не исчезает, он появляется тогда, когда перестает греть солнце. Наш город находится в низине, за счет термических потоков просто тот смог, который мы производим, он не улетучивается, не поднимается, его не сносит от города подальше, как это происходит в теплое время года. Просто холодное солнце, холодная земля, весь смог, который из себя исторгли машины, ну опять же там частный сектор, он просто остается на месте, он никуда его не сдувает. И поэтому, ух ты, там смог появился. Хотя мы этим дымом дышим, я говорю, и весной, и летом, и осенью. Но весной и летом деревья есть хотя бы фотосинтез, наверное, что-то поглощается. Это очень-очень слабый. Ну да, есть, естественно, зеленые насаждения, но сами знаете, какая проблема у нас с озеленением. То есть, к сожалению, за 30 лет, ну вот я знаю, что в вашей программе до меня был Дима Ветошкин, и он, наверное, вам рассказывал, что вот опять же в то время, которое сейчас немножко как бы, ну, те же там советские времена, город Фрунзе и город Киев были самыми зелеными городами на всем постсоветском, ну, постсоветском пространстве. Сейчас мы утратили, мало того, мы вот в настоящий момент в топах по как раз загрязнению воздуха, причем, опять же, глядя то, как наши, скажем, госчиновники на это, ну, то есть они либо этого не замечают, либо сейчас новую тактику как бы выбрали, это говорят, что типа, ребят, мы там вот все делаем, вот подождите там, ну, полгода, год, ну и опять же ничего при этом не делают, просто создают какую-то бурную деятельность. Ну, сейчас еще одну тактику они выбрали, отключили датчики в самых загрязненных районах. Агургу, да. Это вообще замечательное решение проблемы. И последний прилет на вот эту вот всемирную конференцию в Глазго, где сказали, что к 30 году мы, ну, избавимся от этих выбросов, которые дали там наши правители вот там, на международный. Спрос-то все равно будет, то есть если ты сказал, ты должен что-то делать. Но вот я думаю, что как раз основная борьба будет не с загрязнителями, а с теми, кто эту информацию выявляет. Да, выявляет. Потому что, опять же, ту же проблему смога, если вспомните вот наше недалекое будущее, например, тоже природоохранное агентство ГАОСЛХ, они вообще даже не признавали. То есть, когда к чиновникам подходили активисты, говорили, вот что, ну, загрязнение фиксируется, он говорит, ну, они на это говорили, все нормально, все хорошо, мы ничего не фиксируем, а ваши датчики, они типа не сертифицированы, они вообще никак. И только, ну вот вспомните, только когда американское посольство да, вышло, заявило, сказало, что действительно такие, то есть они это признали, вообще эту проблему. Возвращаясь к эко-карте, вы сказали, что вот эти 300 точек вы нанесли буквально одной поездкой. Вот вы прям целенаправленно ехали, знали, да, куда? Или вам жители скидывали эти, или откуда информация? Информация была, ну, как бы отовсюду, с разных источников. Это не было именно одной поездкой, просто мы брали на поездку одну область. Ну, скажем, Баткенскую область, мы там на 3 недели уехали, 3 недели... В общем, ну, нет, даже не искали, мы знали, куда ехали. То есть у нас был, во-первых, материал со средств массовой информации, то есть это была какая-то новостная лента. Что заставило нас, ну, как бы принять активное участие в наполнении этой карты? Самое, что цинично, у нас экологические проблемы не решаются. И то есть вот идет
так как мы живем в таком насыщенном информационном пространстве, вот люди думают, что, например, ну, что-то произошло, да, там утечка какая-то. Ну, вот, например, дорога Бишкек-Ош, у нас вот о проблеме смога, например, о загрязнении воздуха мы много говорим сейчас и часто, ну, благодаря, вот опять же, активистам, той же там Маше Колесниковой из Мови Грина, Диме Витошкину с Арчи, ну, то есть там Бермет, которые, ну, постоянно эту тему массированно поднимали. Ну, например, мы практически ничего не говорим, что у нас подобная, например, катастрофическая ситуация с загрязнением воды. То есть дорога Бишкек-Ош каждый год переворачивается, ну, там десятки бензовозов, которые на юг страны везут мазут, бензин, керосин, и вся вот эта соляра, каждый вот этот переворот бензовоза — это, ну, глобальная такая экологическая катастрофа. Хорошо, если это все попало сразу в реку, и это, скажем, унесло, ну, там, братьям-узбекам по реке. Естественно, отравляя рыбу, ну, всю там флору, фауну, которая... Плохо, когда пролив был, а это 90 случаев, это как раз вот этот плохой вариант, когда это все происходит в пойменной зоне, и это нефть, бензин, керосин, мазут, он не просто его течением унесло куда-то, а он впитался в землю и реку, то есть мы де юре считаем, что у нас Кыргызстан страна чистой воды, а де-факто получается у нас с гор наши все реки, они отравлены. Вот буквально в течение, ну, меньше месяца прошло, когда выше Сосновки недавно, ну как, меньше месяца прошло, перевернулся очередной бензовоз, и жители 4 сел просто, ну так как у нас некоторые села, у них даже нету водозаборов, они просто помпу кидают в реку, поднимают тут воду в колонки, и эту воду употребляют и в пищу, и там поливают. Выше Сосновки перевернулся этот бензовоз, и жители 4 сел просто, ну, как бы остались без воды. И хоть бы один депутат или кто-то вышел, это мы проводили, ну, у меня не было такой, как бы, цели до тонны, но мы проводили небольшой такой мониторинг, ну, просто брали статистику по автоавариям, вот Бишкек-Ош, не было года, вот, на протяжении вот последних там 10 лет, которые мы отслеживали, когда в реку, скажем, Аблу, ну это Карабалтинка, либо река Нарын, за год выливалось меньше 100 тонн, меньше, 100 тонн. Да, 100 тонн вот этих горючих смазочных материалов. Больше там до 180 доходило. Это сколько бензовозов в год в среднем переворачивается? Ну, получается? когда как. Просто видите, бывает там пустые переворачиваются, бывают целиком наполненные, и все, что они возят. Причем проблема на самом деле решаема. Вот сейчас у нас очень хорошие отношения с Узбекистаном. Мы могли бы на юг страны завозить ГСМ железнодорожным транспортом. То есть вот этот весь маршрут из бензовозов, которые разбивают нашу дорогу, потому что они сверхгруженные идут. Опять же, аварийную безопасность. Ну, сколько аварий было, когда вот, ну, просто зайдите в интернет, вбейте авария бензовоз Бишкек-Ош, как бы по одной единственной стратегической трассе, ну, мы сейчас альтернативную дорогу еще не сделали. Представляете, это риски какие, то есть, причем туда на эти бензовозы уже старики практически не идут, потому что это очень опасно, это связано с рисками. Это в основном, вот посмотрите, в авариях вот в этих гибнут молодые ребята, там 20+, то есть такие бесшабашные, которые любят и порысачить, любят и, ну, короче, там в пятнашки поиграть. То есть мы бы полностью, во-первых, человеческие жизни спасли, во-вторых, воду, ну, свою экологию бы сохранили, ну, опять же, что-то поменяли в наш, потому что я говорю, вот эту нагрузку на нашей стратегической трассе мы бы как-то, но опять же никому до этого нет дела, потому что целая цепочка существует тех людей, которые сидят на этом бизнесе, заинтересованы, они просто, ну, даже этих вопросов не поднимают. Что
сейчас весь ГСМ, который заходит в страну, он идет с севера. Здесь он перегружается на эти бензовозы и везется вот на юг уже при помощи бензовозов. Хотя, говорю, можно было договориться, чтобы шло... Возили железо. Да, да. В Баткене, вы сказали, вы пробовали 3 недели, примерно на каждую область столько же времени, да? Да, да. Плюс-минус. Просто вот, например, на Иссык-Куль мы выезжали, скажем, 3 раза, потому что это близко к Бишкеку, и за каждый раз, ну, не меньше там 20-30 точек наносили. Ну, вот в 4 областях вы полностью охватили, там уже... Невозможно, я говорю, вот то, что мы сейчас охватили, это в лучшем случае 10% от того, что есть на самом деле. Это абсолютно, ну, опять же, я не скажу до точки, но, скажем, мы в какое-то ущелье заезжаем, какое-то ущелье мы проезжали или не знали, или мы приехали, например, вот с этого места, а потом нам местные активисты звонят, говорят, а вот у нас там в соседнем ущелье там еще, оказывается, там хвостохранилище находится, там, или там... Но они могут вам сфотографировать, скинуть, вы их на карту нанесете? Как она вообще, алгоритм пополнения карты? Вообще, или вам надо прям... Нет, выехать? вообще изначально мы делали ее доступной для, как бы, для всех людей, то есть любой желающий. Ну, мог сам да, подаваться. да. То есть мы хотели вообще, изначально тема была, хотели такой экологический ТикТок. То есть человек увидел, зафиксировал, сбросил, ну, сделал какое-то описание. Но как бы попробовали, месяц поработали в тестовом режиме, и то, что нам начали присылать местные, ну, во-первых, телефоны не у всех... Хорошо снимают, да, камеры. Потом, ну, не все люди понимают, что такое вертикальное видео и горизонтальное видео. Ну, короче, потом описание, но одно дело... Ты, ну, знаешь эту какую-то проблему, скажем, с проливом, с загрязнением, и можешь детально, подробно... Да, полную информацию. Да, ну, приезжаешь, вот, например, наша работа вот, в настоящий момент строится, мы, скажем, за месяц выявляем максимальное количество точек, вот этих вот горячих на месте. Мы связываемся с местными активистами, которые тоже, ну, для нас такую выборку готовят, куда нам следует заехать. И, ну, говорим, что вот мы едем, и едем туда. Ну, бывает такое, что во время нашей поездки уже с нами там через соцсети связываются, вы там рядом находитесь, вот заедьте еще туда-то, туда какие-то рекомендации дают. Но вообще хотелось бы, конечно, сделать, чтобы люди сами фиксировали. Ну, вот в настоящий момент просто у нас пока, ну, не хватает, ну, мы всего год существуем. Сколько человек работает в проекте? 2. Ну, сейчас, нет, работало, если прям со всеми 5, но вот именно выезжали на вот эти вот фиксацию, ну, 2, это я и Гамал Сарамкова. Теперь, значит, я, если где-то увидел, скинул, но недостаточно информации, вы ее собираете, потом выезжаете туда? Да, да, это вот служит такой вот, как бы, подсказкой. Плюс, нет, мы пытаемся работать с местными активистами, мы вплоть до того, что говорим, что мы готовы, скажем, потерять какое-то время, даже приехать научить вас, да, обучение провести, но пока что, ну, немножко не хватает финансовых средств, потому что, ну, вот в настоящий момент мы, ну, это не сказать совсем волонтерство, но как бы мы, ну, близко к волонтерству. Да. Уверен, что государство... То есть это не какой-то там огромный проект экологический. Те, кто вот первый раз видит, заходит, говорят, ничего себе, вы типа там... Ну, я вам скажу, что мы вот сделали все это, потому что нам это нужно, потому что нам это было интересно. Самим было интересно посмотреть, насколько все вот, ну, не совсем хорошо у нас. Уверен, с госбюджета вам не дают ни копейки, а вот доноры вам помогают? Мы в настоящий момент проходим такую как бы перереконструкцию, регистрацию общественного объединения экологического, он будет называться «Экомир», и наши все проекты, которые мы до этого как бы делали, ну, параллельно своим основным занятиям, мы хотим сделать своей, ну, прямой деятельностью, как бы, трудовой. Будет называться «Экомир», общественное объединение. Вот Ярослав Тартыков с фактчека, это Гамал Сарамкулов, этот местный активист, эколог и человек, которого знают по всей стране. Он как
такого борца за экологический, ну и я. Это как бы учредительный, потом зовем в наблюдательный совет там, и вот Аню Кириленко с Биома, и Марию Колесникову, то есть тех ребят, которые, ну как бы вот в эко-движении, вот этом, в эко-активизме очень такие вносят. Но это в планах, а сейчас кто-то поддерживает вас из доноров? Ну, сейчас мы это делаем. Поездки ваши? Да. Ну, мы просто, я говорю, сейчас у нас была немножко другая форма, она шла параллельно, а буквально вот в течение месяца вот этого мы регистрируемся уже как отдельная организация, и все наши проекты будут существовать. Нас поддерживают, но не в той форме, ну, как бы не настолько, чтобы делать, скажем, большие экспедиции, потому что, ну, сами понимаете, ну, уехать на 3 недели, вот, скажем, в ту же Ошскую, там, Чоналай и по ущельям, то есть это все питание, проживание, ну, то есть фиксация, ну, достаточно долгое время занимает. Это, ну, и плюс средств очень много. Вот вы сейчас один пример привели с бензовозами, просто ужасная картина. Вопрос такой, вы пробовали сотрудничать со средствами массовой информации, с инфлюенсерами, с блогерами, чтобы со всех соцсетей, со всех средств массовой информации вещать об этой проблеме, кричать, потому что сейчас, ну, власти более-менее к соцсетям прислушиваются? Ну вот по поводу наших властей, я скажу, не скажу, что они о нас не знают. То есть мы, когда только-только начинали вот эту деятельность по набору карт, мы обращались к нынешнему, скажем, руководителю, там, тоже госпоже Кутмановой, показывали, обращали внимание на точки, на какие-то экологические. Но как это все потом решалось или не решалось, это уже как бы не на нашей было совести. И, ну, работать еще с кем-то мы, вот самое что интересно, мы это делаем даже не для себя, а для журналистов, ну, те, которые хотят освещать проблему как бы экологии. Ну, вы им даете материал? Конечно. Да? Вот вся карта EcoMap, она как раз существует для того, чтобы ее брали за основу. То есть, если вы зашли на эту карту и увидели какую-то, скажем, острую точку, как журналист, и вы хотите сделать более как бы детальное, подробное изучение или поднять, или раскрытие этой темы, вы можете абсолютно запросто пользоваться нашим всем материалом. То есть мы даже, ну, как никаких авторских прав, ничего мы даже не просим. Ну, если можно, там укажите, что это с нашего проекта. Мы это делаем для того, чтобы как можно большее количество людей ну, да, об этом узнала. Потому что, вот, ну, я говорю, опять же, мы знаем сейчас уже о грязной воде. У нас, ну, скажем, экологическая, мы за 30 лет решились полностью своего орехоплода. Опять же, кто об этом говорят? Наши депутаты, когда, мне нравится, когда местные эти активисты говорят, давайте не будем называть орех грецким, давайте назовем его кыргызским. Это хорошо, это патриотично, но мы за 30 лет полностью уничтожили весь свой кыргызский орехоплод. То есть Дашман, Арсламбоп — это уже не лес, это вам любой специалист, любой эколог скажет, это просто отдельно стоящие деревья. То есть вам каждый, вот опять же, любой специалист скажет, что любой здоровый лес — это всегда ярусность. Ну, ярусность — это вот, если сравнивать, скажем, не может же народ состоять только из стариков 60-80 лет. А вот Арсламбоп — это сейчас вот как раз, то есть каждая там здоровая нация должна состоять из младенцев, детей, подростков, взрослых людей, стариков. Должна вот эта ярусность соблюдаться. Сейчас вы приезжаете, вот мы месяц назад были там просто проездом, до этого снимали фильм. Мы 3 недели были в Арсламбобе, обошли кучу ущелий и нашли 2 или 3 всего ростка ореха. Новых? Да, ну то есть свежих. Они все старые. Да. И то мы оттуда уезжали, рядом паслось стадо, и не факт то, что мы уехали, и стадо просто не подожрало вот этот орех. Мы за 30 лет просто уничтожили те леса, которые
ну, извините, пережили ледниковый период, как вот специалисты говорят. Мне кажется, вам помимо журналистов еще надо активно сотрудничать с блогерами, у которых есть широкая аудитория. Мы стучимся во все двери. Мы, с журналистами тоже, конечно. Да, мы зовем журналистов. Вот, я говорю, со следующего года мы хотим, если получится, опять же, по финансам, делать что-то типа экологических туров. То есть у нас есть возможности, скажем, делать прям выездные. Ну, то есть мы можем составлять маршруты, и людям, которые вот увлекаются экологией или хотят поднимать эти темы, вот за одну поездку давать прям максимальное количество материала, ну, который можно там обрабатывать и на протяжении полугода, просто никуда больше, ну, как бы не ездя, но получая там комментарии специалистов, там экологов, выходя, ну, скажем, от каких-то академических людей, просто расширять, углублять и получать какие-то дополнительные знания, которые делиться со своими читателями. Позовите нас, обязательно поедем, осветим. С удовольствием. Я вас приглашу на, я думаю, мы сделаем что-то типа презентации вот этого экомира. Отлично. Насчет связи с властями вы сейчас упомянули. Какая связь с местными властями, с центральными? Какая-то реакция есть? Что-то по вашей карте решили, хоть одну проблему? Местные власти, когда мы написали, это было на Иссык-Куле, в селе Ананьево выявили свалку, просто свалку в районе, ну там, по-моему, 5 километров. Представляете, 5-километровая свалка, да. Ужас. Мы один раз написали об этом, ну, на нас вышли сразу местные, как бы, региональные власти. Сказали, что мы организовываем субботники, и мы вашу свалку вот типа сейчас сделали. Потом, ну, какие-то снимочки были опубликованы. Самое, что интересно, вот самая, опять же, проблемная часть, тоже никогда нужно всегда иметь критическое мышление и понимать, что, ну, на слово не верить. Лучше, мы вот опять приехали через месяц, ну, даже там не месяц, 3 недели. Свалка на том же месте. То есть, ну, нас пытались немножко обмануть. Мы опять сделали это самое, и только тогда пригнали, ну, как бы экскаватор, ну, как бы общественность. После этого там местные активисты тоже сказали, что да, действительно, они хотя бы выделили место. Понимаете, в чем проблема? Вот, например, мы говорим о мусорных свалках. А это не должны быть свалки, должны быть мусорные полигоны. У нас в стране сейчас, на настоящий момент, нет ни одного мусорного полигона. Даже вот это вот как раз свалка. Потому что полигон, он должен отвечать на эпидемиологические, санитарные, экологические нормы. Все вот это просто дырка в земле, куда сваливают мусор, причем который не перерабатывается. И мы до этого думали, что у нас плохо, там, скажем, на Рынской области, или там на Иссык-Кульской, или в Чуйской области. Но когда приехали, скажем, на тот же юг, у них даже понятие свалка отсутствует. То есть у них есть понятие сай. То есть любое сухое русло реки, любое сухое ущелье, они просто ближайшие домовладения, там годами туда мусор просто сбрасывают, и все это копится. И страна в мусоре просто тонет. Мне кажется, если собрать весь мусор по стране, то можно, скажем, Таласскую долину прям слоем ровным вот этого мусора просто покрыть всю от и до. А вот чиновники говорят, чтобы построить мусороперерабатывающий завод, у нас мусора не хватает. Объемов не хватает. Значит, это тоже неправда, да? Абсолютная неправда. Просто я знаю проблему мусорного полигона. Мы 8 лет поднимаем этот вопрос. Но мы его поднимаем, он там не просто мусор, этот мусор еще и горит. Представляете, больше 25 лет под Бишкеком происходит экологическая катастрофа. Опять же, самый цинизм, когда к вам, вы дома решили там сжечь у себя в печке там, резину или там лоскутки, или там листья с огорода, на вас соседи настучали в мэрию, к вам приходит, у них там какая-то комиссия есть, стучатся к вам в ворота, говорят, вы портите экологию, мы вас штрафуем. Страшный штраф. Да, при этом больше 25 лет горит муниципальная, то есть не коммерческая, там, не Васи Пупкина, там, не Телека, там, не Болото.
горит муниципальная свалка больше 25 лет. Травит тех людей, которые рядом живут. Ну, вот буквально недавно, забыл парень, публиковал снимок, очень хорошо с дрона видно. Если ветер дует в сторону города, до площади Алато, вот этот шлейф с мусорки, ну, как бы травит город, травит пригород, и никому до этого дела. Говорят, типа, мы рекультивируем, потом потушим. То есть, по идее, сначала должны потушить, то есть обезопасить. Кстати, 25 лет это люди там родились, выросли, обзавелись собственными семьями, и каждый день они дышат вот этими токсинами. Я видел этих людей на самом деле. Ну вот, по сути, это экоцид. Это даже не экоцид, это геноцид. Это экоцид и геноцид в масштабе страны. Да, совершенно. Судя по вашей карте, в масштабе страны. Совершенно верно. И вот мне вообще непонятно, когда вот начинали, например, у нас до этого все экологические проблемы, ну, как бы, вы знаете, у нас были связаны обязательно там, с тем же Кумтором, да, то есть вот экология, но при этом то, что, например, весь Читкал, просто вот Гамал-Сарамков как раз с рассыпным золотом, просто превращен в марсианскую поверхность. То есть огромный район Кыргызстана, причем там как бы фирмочки, которые разработку ведут в том же там Таласе, в том же там на Читкале, не за тонну, там, не за 2, не за 5, они там заявленные там 100 килограмм, там 15 килограмм золота. Грейдер подъезжает, сносит пойменный лес гектарами, просто превращается все в лунную поверхность, нужное все достается, и потом ни рекультивации, ни налогов, и все об этом молчат, как будто так вот и надо. Вы сказали, что у нас очень точно охарактеризовали ситуацию, это экоцид, который переходит в геноцид. Давайте насчет, очень мало времени осталось, насчет решения проблем. Что нужно делать, чтобы это решить, хотя бы начать решить? Вот опять же, я начал с этого, почему мы начали эту карту. В наш информационный век мы думаем, что та проблема, которую поднимают те же активисты или какая-то вот происходит нарушение, госорганы на нее как-то реагируют. А они реагируют в лучшем случае, просто обещают. Но как только эта повестка уходит из новостной ленты, ну, сами знаете, сейчас идет эта вот новостная лента. Хайп. Да, мы даже новости читаем уже не открывая их, а просто по заголовкам. Как только этот заголовок с экологической проблемой скрывается вот с той страницы, которую вы просматриваете, люди об этом забывают. Но они у себя в голове держат, что местные власти на это как-то отреагировали и что-то там рекультивацию провели или там решили ту или иную проблему. А на самом деле же все не так, вообще не решается. То есть вот этот ком, он нарастает, и вот, вот одна из вот этих карт, то есть мы пытаемся показать, что проблем масса, эти проблемы это не новостная лента. Например, пофиг, там одного чиновника арестовали, его завтра нету, сегодня есть, завтра нету. А там 99% местной вот этой политической чешуе, вот этой пени, через 50 лет наши предки или там наши дети, наши там внуки, они даже не вспомнят, они не будут знать, кто это. Но вот та земля, та вода, тот воздух, который мы сейчас испортим, уничтожим, вот это они на себе как бы, все на своей шкуре. Поэтому самое вот главное, это сейчас, как мы организовали площадку, чтобы этой площадкой начали пользоваться люди. Вот вспомните, у нас позиция была с добычей урана. Люди одномоментно возмутились, вышло на площадь там около 3000. Ситуация, причем абсолютно никак не решилась. До сих пор эта фабрика находится на месте. Они просто так притаились, ждут, когда это все можно или не можно будет опять начать. Но вышло 3000 людей на площадь, и как бы власти сказали: все, ребят, мы больше там типа уран добывать там на Иссык-Куле. Законодательно причем запретили.
Ну, там все очень-очень, сами знаете, как у нас законы переписываются. Ну, да. Извините, Все у нас эфемерно, да? Да. Даже там с задним числом все это. То есть главное решение проблемы это чтобы в сознании людей Совершенно верно. был перелом, Совершенно и они начали ставить перед руководством задачи, да? Да. Требования. Наш основной месседж – это достучаться до как можно большего количества людей и дать им понять, что если мы с вами, я говорю, не одумаемся, то есть что-либо исправлять уже завтра будет поздно. То есть посмотрите, опять же, по смогу, да, вот количество детей, которые рождаются сейчас там с аллергиями, с астмой. бронх, да. Да. Болезни стариков, то есть это раньше было 60+, сейчас новорожденные дети, причем это из 10 большая часть. Это геноцид? Геноцид. Это вот прошло какое-то небольшое. Это же будет с водой, это же будет с почвой. Вот сейчас, ну я говорю, многие у нас пытаются как бы просто убивая природу, мы убиваем самих себя. Природа без нас выживает. Мы без природы жить не можем. И у нас этого понятия нет. Вот как только, опять же, с этой же вот горящей мусоркой выйдет на площадь 3000 человек, я могу сказать, что в течение недели эта проблема может решиться, которая 25 лет не решается. Короче, только гражданское сознание, только экологический активизм, только социум. То есть, мне кажется, в нашей стране, ну, она должна быть такой экосоциалистической, то есть экология и социум должны быть основными отправными точками вообще в нашем госустройстве. Впрочем, как всегда, народ должен взять на себя ответственность, и чтобы выдвинули требования. Да. Но, Влад, я желаю вам большого успеха, вы делаете большое дело на самом деле. Мы, как представители средств массовой информации, я надеюсь, что блогеры, активисты и вообще всем, кому не безразлична судьба нашей страны, не безразлична судьба следующего поколения, наших детей и внуков, все сделают, чтобы вас поддержать. Самое главное сейчас это широкое освещение, чтобы люди наконец поняли, какими масштабами грозит эта катастрофа. На этой, ну, не совсем оптимистической, но такой практической, наверное, ноте, да, мы завершим это интервью, сделаем вам низкий поклон, большой жест благодарности за то, что вы, как вы сами сказали, практически волонтерским трудом, да, освещаете эту проблему, раскрываете профессионально эту проблему. Да. Мы постараемся, конечно, все мы, граждане, постараемся вас поддержать и надеемся, что мы достучимся и до руководства, и до людей, которые принимают решения, и которые, как вы сказали, при политической воле могут решить эту проблему в кратчайшие сроки. Да. Очень... Да, вам просто у нас нет другого, ну, как бы, пути решения. Это мы либо умираем, либо пытаемся, ну, как бы, это все, потому что, опять же, проблема того же смога, все, ну, не понимают, что все экологические проблемы, они очень социальны. Те люди, которые покупают, скажем, элитное жилье вот у нас в предгорье, в этих царских селах, себе коттеджи строят, как в Норвегии, там, во Франции, они также умирают от того же ядовитого, и их дети умирают от так же, как дети простых там смертных, как те же бабушки в этих в хрущевках. Поэтому вся экологическая проблема, она абсолютно, ну, как бы, ну, касается всех нас. И если мы не начинаем это решать, нас просто, ну, как бы, не будет. Да. И самое интересное, что пандемия показала, что при определенных ситуациях и уехать никуда нельзя тем самым чиновникам, когда границы закрываются. Ну, на такой лирической ноте завершим наше интервью. Как сказал политрук Клочков, когда немцы стояли под Москвой, отступать некуда, позади Москва. И нам, видимо, отступать некуда, позади уже, не знаю что, уже некуда двигаться, поэтому... Я бы очень хорошую сделал, извиняюсь, перебью нашему руководству. Раньше, ну, были какие-то эти жуткие тюремные заключения, отправляли там на урановые рудники. Вот сейчас бы очень хорошо наших чиновников, которые провинились, вот как раз вот эти решать экологические проблемы, прям отработками, прям рекультивацией, прям, ну, то есть, чтоб что-то после себя, ну, как бы, не там мечети ставить, которые, как бы, ну, а именно сохранять землю, воду, воздух для следующих поколений. Потому Отличная что идея. Это таки экологический ГУЛАГ, да? Совершенно, ну,
Что-то рядом, да? Вот. У нас сегодня был в гостях Влад Ушаков, который поднял очень огромную, масштабную проблему. Это проблема экоцида, уже не побоюсь этого слова. Услышал с уст специалиста, да, который перерастает в геноцид. И будем надеяться, что мы все сообща обратно вот этот пласт общества, гражданских активистов, волонтеров и всех, кому не безразлична судьба страны, будет решать эту проблему. С вами был я, Семитай Аманбеков, Влад Ушаков. Спасибо. Увидимся в следующих эфирах с такими же животрепещущими актуальными вопросами.